этом году количество самозанятых в России выросло более чем в 2 раза, до 3,5 миллионов человек. Такие данные сообщили в Федеральной налоговой службе. Как стать самозанятым, какие виды бизнеса наиболее популярные и где в Уфе проводят лекции, обсудим прямо сейчас в программе интервью. Сегодня с нами Зульфия Халикова, продюсер образовательных и деловых мероприятий для предпринимателей. Зульфия Ягафаровна, здравствуйте. Добрый день. Подтверждается ли статистика по росту количества самозанятых в Башкортостане, если мы смотрим в сравнении с Россией? Какую картину видите вы? Да, конечно, самозанятых стало гораздо больше, и здесь очень много и плюсов, и минусов, и поэтому плюсы — это очень легко, очень быстро все оформить, буквально скачал приложение, привязал его к карте, и все замечательно делается. И крупным заказчикам очень удобно тоже работать с самозанятыми, потому что очень быстрый документообмен, прям очень короткий, очень быстрый и очень удобно. Но есть тут риски, и они такие отсроченные, эти риски, да, и они отсрочены именно тем, что самозанятые платят только 6% от налогов и больше ничего не платят. При том, что мы говорим, что средняя зарплата по республике Башкортостан, вы озвучивали, да, там около 40 тысяч, но это же на руки человек получил 40 тысяч, работодатель-то заплатил 70 тысяч. Давайте добавим, что в среднем по России у 40% самозанятых зарплата порядка 60 тысяч рублей. Мы сравним вот эти два показателя. Да, то есть получается, когда если мы говорим 60 и 40, но при этом работодатель-то заплатил не 40, а работодатель заплатил 70, учитывая все налоги, медицинскую страховку, пенсионную страховку, да, а самозанятый, получается, получив те же самые 60 тысяч, он должен сам подумать о том, каким образом он будет копить себе на пенсию, потому что, выйдя на пенсию как самозанятый, он получит минимальный пакет. То есть самый минимальный, как безработный получит пенсию, да, и плюс государство, получается, на себя берет расходы медицинские за таких людей, да, то есть, понятно, ни о каком там более серьезном медицинском страховании речь не идет. Поэтому тут есть много вопросов, как государство это собирается компенсировать, когда пойдут самозанятые на пенсию, откуда им возьмут эту пенсию, если они ее не накопили. То есть за счет кого эта пенсия будет оплачиваться. То есть получается за счет нас, которые как работодатели платят в белую зарплату, и за счет крупных работодателей, по сути. Но это относительно новая практика, возможно, она будет еще дальше корректироваться. В разрезе видов бизнеса мы понимаем, что самозанятые — это те, кого государство выводит из серой тени. Направлений там очень много, да, это и репетиторы, арендодатели жилья и так далее, и так далее. Вот в Башкортостане наиболее популярные какие виды бизнеса, что здесь видите вы? Естественно, все консультанты теперь вышли из серой зоны в белую, да, то есть они стали самозанятыми, это очень удобно для любого работодателя, да, нанять себе консультанта, и когда он уже самозанятый, а не платить ему как штатному специалисту зарплату, да, то есть либо вообще использовать серую схему оплаты его работы. То есть понятно, что очень огромное количество вообще помогающих профессий, то есть по сути все помогающие профессии, да, это психологи, я не знаю, клининговые службы, то есть там, где, очень востребованы они, но они сами на себя работают, да. То есть это очень удобно стало, что есть такая возможность официально, то есть вести с ними официальные отношения. Ожидаете ли вы, что со следующего года рост продолжится, да? Какую картину можно увидеть в следующем году? И ваши рекомендации, с чего начать тем, кто задумывается о том, чтобы открыть свое дело? Я думаю, что рост продолжится, это нормально, потому что, я, например, являюсь собственником общества с ограниченной ответственностью, и мне действительно удобнее работать самозанятыми, чем брать себе сотрудников в штат, да, потому что не всегда бывает такой объем работы большой, да, который позволяет мне содержать регулярно какое-то количество у себя на работе. А когда я самозанятый, я могу выбирать, что я могу работать с несколькими работодателями, и это не запрещено, и иметь контракты, когда здесь нет контракта, да, я имею возможность с другими работать, поэтому рост будет, это действительно удобно и комфортно, это классно. Но вопрос в том, что очень важно не торопиться становиться самозанятым, да, потому что если у кого-то получилось, это не значит, что обязательно и у другого это получится. То есть есть все-таки некие особенности, потому что ты реально становишься предпринимателем. А предприниматель — это склад мышления другой, это готовность рисковать другой, потому что такое предприниматель? Он ведет
деятельность коммерческую на собственный страх и риск. То есть никто не подстрахует. Если что-то пойдет не так, никто больничный за тебя не заплатит. То есть все, ты оставишься без больничного. То есть ты заболел, и месяц ты будешь лечиться за свой счет. Никакой работодатель тебе не покроет эти расходы. То есть не дай бог что-то, если пойдет не так, то полностью 100% риск на тебе. И вот здесь вот есть особенности. Естественно, лучше все-таки подстелить соломинку и пройти обучение соответствующее, да, чтобы правильно выбрать нишу, чтобы правильно определить, кто моя целевая аудитория, кто те люди, которым я буду продавать, чтобы четко определить, а какой продукт я продаю, чтобы очень четкий посыл рынку давать, потому что если более крупный предприниматель может себе позволить нанять профессионального маркетолога на работу, да, то начинающий предприниматель или тот же самозанятый, да, то есть он не может себе нанять на работу людей, это запрещено законом, а это значит, ему самому нужно владеть определенным набором знаний, психология, маркетинг, финансы, все это нужно знать. А где этому знать? Понятное дело, что в институте вряд ли этому научили, в школе тем более. Да? Поэтому в помощь такие курсы, которые делает, например, Центр «Мой бизнес», да, и вот мы сейчас как раз для этого центра проводим курс, называется он «Лаборатория бизнеса», и как раз мы эти все аспекты там и раскрываем. То есть целый месяц любой начинающий предприниматель получает прям вот пакеты видеоуроков, которыми он потом может пользоваться, раздаточные материалы, кейсы, можно себя проверить, понял я или не понял, порепетировать, попробовать. Сначала я рекомендую всем сначала поучиться. Это бесплатные или платные курсы? Да, эти курсы все бесплатные. То есть это центр «Мой бизнес», заходите на сайт, видите набор всех этих курсов и проходите их и обучаетесь. Видите ли вы отклик? Да, отклик вижу. Мы этот курс набрали очень быстро. То есть вот недавно мы проводили форум «Делаем бизнес вместе». Нам туда было сложнее приглашать действующих предпринимателей, потому что, понятно, альтернативы большие, потом форум – это форум. А когда мы объявили набор на курс для начинающих предпринимателей, мы буквально за несколько дней набрали участников, и мы видели, что спрос очень большой. У нас есть несколько минут, давайте хотя бы 3 какие-то момента, которые могут помочь тем, кто задумывается, да, о том, открывать, не открывать свое дело. Как выбрать нишу? Да, очень важно правильно выбрать нишу, потому что у самозанятого меньше ресурсов, да, для того, чтобы попробовать несколько вариантов. Поэтому лучше, конечно, правильнее выбрать нишу. И поэтому очень важно, чтобы когда мы выбираем нишу, очень важно брать в учет свой опыт. То есть все-таки какие-то мои компетенции, да, которые у меня уже есть сейчас, да, понимать про будущее, все-таки какие тренды, куда мы движемся, так или иначе понимая, да, что базовые тренды, они понятны, да, так или иначе понимать, чтобы эта ниша вызывала лично у меня, как у собственника, эмоциональный отклик, чтобы мне было драйвово и кайфово этим заниматься, то есть лично самому, чтобы у меня был отзыв. Даже, может быть, я не владею компетенциями, но мне это нравится это делать. И, соответственно, очень важно понимать рынок. И для самозанятого или для начинающего предпринимателя важно выбирать рынок действующий. У него не хватит сил создавать рынок. Да? Поэтому важно понимать, что это за рынок и какую долю рынка вы хотите на этом поле занять. Если создавать подушку безопасности, то какой она должна быть и что она должна в себя включать? Любой предприниматель скажет, что подушка безопасности, то есть вот у меня есть знакомый предприниматель, который говорит, что машину нужно выбирать таким образом, стоимость машины не должна превышать 3 твоих месячных дохода, да, чтобы если что-то с ней случится, это для тебя была не катастрофа. То же самое здесь, да, для самозанятого, если уходить в самозанятость, то есть нужно понимать, что у тебя на 3 месяца вперед как минимум должны быть средства для спокойной жизни, что не нужно ожидать, что прямо на следующий день тебе упадут деньги на кассу. Зульфия Гафаровна, сейчас проходит у нас Международная неделя бизнеса в Уфе с 14 по 18 декабря, вот как раз на 18 декабря завершается. Как вы можете охарактеризовать это мероприятие? Там озвучиваются основные смыслы, об этом сказал глава Башкортостана Ради Хабиров, что это не площадка для подписания, прежде всего, контрактов каких-либо, да, а понимание о том, куда мы идем, с кем мы идем и что мы хотим получить. Вот этот момент, охарактеризовать вот эту площадку, и второй момент, с точки зрения самозанятых, какое развитие может быть здесь? Любая площадка, где собираются предприниматели, это всегда очень удобное место, где уже всех уже собрали, а можно туда прийти на готовую поляну, да, и просто собрать, как в лесу, прийти с корзинкой, да, и собрать себе грибов, да. Но я это называю, что то есть это вот такое вот пространство, где можно собрать визитки, где можно увидеть экспертов каких-то, да, в различных областях, потому что самозанятый, он должен быть как, дракон на 9 головах, и понятное дело, что ему очень сложно, поэтому лучше эти 9 голов найти на стороне.
найти клевых специалистов, которые так или иначе выступают где-то, проявляются, говорят комментарии. То есть это классное пространство, где можно собрать себе, по сути, пул таких экспертов, команду, к которым, если что, можно обращаться. И при этом, можно обращаться напрямую, а не через посредников, да. Ну и плюс на таких площадках всегда можно найти такие же организации инфраструктуры, как, например, Центр «Мой бизнес», еще какие-то, да, к которым можно прийти за бесплатной поддержкой, если что. И это тоже очень круто, да, то есть прям там, на этих площадках, как правило, их можно найти и тут же проконсультироваться что-то. То есть же, например, я знаю, что есть ряд услуг, например, и в маркетинге, и юридические услуги, и бухгалтерские услуги. Это можно получить бесплатно через эти центры, через эти инфраструктуру поддержки. Поэтому это круто. Ну и, соответственно, и когда я сейчас говорила о том, что ниша очень важна, понимать про будущее. Да? И вот на таких площадках как раз очень хорошо начинаешь понимать про будущее. То есть, а к чему мы идем, а куда мы движемся, да, и уловить, и протестировать свою идею. Ага, моя идея в тренде или не в тренде. Вот если ваша идея точно не в тренде, то лучше искать другую нишу. Спасибо вам большое, очень интересный разговор. Сегодня гостем программы «Интервью» была Зульфия Халикова, продюсер образовательных и деловых мероприятий для предпринимателей. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.